О самых заметных событиях среды 26 апреля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Помощь участникам спецоперации, подготовка к паводку и другие темы. Глава Якутии ответил на вопросы якутян. Завершилась прямая линия Айсена Николаева. В Ленске заканчивают подготовку к паводку. Проведены все основные мероприятия. На следующей неделе ожидается приезд опергруппы. Осторожно, тонкий лед. До конца апреля в Алданском районе проходит акция «Безопасный лед». На профилактической прогулке вдоль акватории реки Алдан у города Томот работал наш корреспондент. Профессиональный уход, бытовое обслуживание, лечебные процедуры и организация досуга. В этом году Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов отпраздновал 30 лет. «Я тружусь» под таким названием в Алданском районе провели конкурс среди самых маленьких воспитанников детских садов. Глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире ответил на вопросы наших телезрителей. Поступило свыше 600 вопросов практически со всех уголков республики. Наибольшее количество направили жители Якутска, Ленского, Нерюнгринского и Алданского районов. Так, якутян волнуют вопросы о расселении из аварийного жилья, состоянии дорог, промышленности, года труда, здравоохранения, предоставления мер поддержки мобилизованным и их семьям. Например, один из вопросов для главы Якутии направили бойцы во время прямого включения с нашим корреспондентом Александром Хавренко. Он работает в зоне спецоперации. Военнослужащие обратились к главе с просьбой отправить дополнительную технику – квадроциклы «Сокол». Александр Сергеевич, приветствую. Конечно, вот те квадроциклы, которые здесь у нас в Якутии начали изготавливаться, модернизация квадроцикла «Сокол», который у нас уже с 2017 года производится, оно, конечно, идеально подходит для тех непростых боевых условий, которые там, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Республики, Запорожья, Херсона, Украины, там, где как раз сейчас сражения идут, они идеально подходят. Я сам там был, видел, какая там обстановка как раз для техники. И наличие такой техники, это, конечно, не только удобство, да, это на самом деле спасенные жизни наших с вами ребят. Мы уже 9 таких квадроциклов уже поставку сделали. Сейчас по моему поручению заключен контракт еще на 50. Мы и дальше будем продолжать эту работу. Юрий Петрович Трутнев свой последний крайний приезд тоже дал поручение, чтобы Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики помогло расширить это производство. Очень хорошие качества отмечены всеми. Конечно, мы будем стараться их поставлять в воинские части. Еще один вопрос касался подготовки республики к пропуску паводка и сезону лесных пожаров. В этом году на территории многих районов образовались значительные запасы снега. Особые опасения вызывает обстановка на малых реках. И вот что рассказал Айсен Николаев во время прямого эфира относительно пропуска паводка и борьбе с лесными пожарами. Благодаря президенту страны были выделены серьезные финансовые средства. Почти в 8 раз было увеличено федеральное финансирование. Сейчас это 1 600 000 000 рублей. Со стороны республики сумма почти 1 миллиард рублей в бюджете 2023 года. И мы сегодня имеем уже возможность говорить о том, что у нас 1200 человек на постоянной основе уже занимается борьбой с лесными пожарами. Это и наземные наши службы, и авиаслужбы. Это практически уже мы начинаем постепенно выходить на те показатели, которые раньше были при Советском Союзе. Тоже дорогого стоит. И в этом году мы для того, чтобы полноценно, еще раз говорю, на более широкой территории тушить лесные пожары, не давать им разгораться, на 20 миллионов гектар увеличили зону обслуживания. В 2021 году она у нас по республике была 40, мы в 2022 году сделали ее 50, а в этом году она уже больше 70. В Ленске тем временем закончилась подготовка к паводку. Проведены все основные мероприятия. Уже на следующей неделе ожидается приезд оперативной группы, которая будет находиться в районе до полного прохождения половодья. Подробности у Светланы Балеевой. Сегодня в районе установлены гидропосты, 5 постоянных и столько же временных. В некоторых населенных пунктах они уже в работе. Завершено чернение на паводкоопасных участках по реке Лена и Нюя.
по реке Лена зачернение происходило в устье Большая Ламга в виде двух полос шириной 20 метров, протяженностью 30 километров. Второй участок зачернения выше острова Батамайский, возле устья Большая Кантайка, в виде 4 полос шириной 20 метров, протяженностью 5 километров. И по третьей схеме зачернение вдоль судоходной линии по острову Тинный на границе с Алепинским районом в виде 3 полос шириной 20 метров, протяженностью 2 километра. По реке Нюя в районе Тинг-Урях проведено чернение 2 продольных полос шириной 10 метров, длиной в 1 километр. Все работы были проведены в срок. Представители районной администрации их уже успешно приняли. Подготовлены 23 пункта временного размещения. Они оснащены всем необходимым оборудованием и материалами. Заключены договоры на поставку продуктов питания. Также хотелось бы добавить, что Ленским отделением МТС заготовлен пакет взрывчатых материалов на случай чрезвычайной или опасной ситуации для проведения взрывных работ. Заключен договор с якутской подрядной фирмой, которая будет осуществлять эти работы, опять же, если будет такая необходимость. Систематически проводится проверка систем оповещения. В прошлый раз она дала сбой в некоторых населенных пунктах. Проведены ремонтные работы, восстановительные работы по обеспечению работоспособности системы экстренного оповещения населения. Во всех населенных пунктах, где она установлена, она в рабочем состоянии. Были проведены плановые проверки и также проверки после проведения ремонтных работ. То есть в настоящее время система экстренного оповещения и региональная система оповещения, она у нас в работе. Единая диспетчерская служба ведет ежедневный мониторинг паводковой ситуации с соседними районами – с Иркутской областью, Усть-Кутом и Киренском. На сегодняшний день у них все спокойно и движение реки не наблюдается. Служба работает в своем нормальном режиме. Ждем начала паводка и ждем, когда уже будет установлен режим повышенная готовность для всех служб, которые будут непосредственно реагировать в этой ситуации во время прохождения паводка, для того, чтобы могли сразу оперативно быть предоставлены те или иные силы и средства. То есть обстановка в норме. Уже на следующей неделе в Ленский район прилетит рабочая оперативная группа Главного управления МЧС Республики, которая будет подконтрольно вести прохождение паводковых вод. Светлана Болеева, Александр Альчук, Ленск. Осторожно, тонкий лед. До 30 апреля на территории Алданского района проходит заключительный 6-й этап акции «Безопасный лед». На профилактической прогулке вдоль акватории реки Алдан у города Томот работал наш коллега Роман Сливкин. Город Томот находится на 2 берегах живописной реки Алдан, которая в районе Томота связывается 2 мостами. Круглогодично жители Томота могут переходить с одного берега на другой по мосту. Зимой же чаще всего в целях экономии времени используется переход прямо по реке Алдан. Сейчас, в период весны, это крайне небезопасно как для людей, так и для техники. Для безопасности населения, особенно любящих рыбалку и активный или экстремальный отдых, регулярно проводятся контрольные замеры и рейды сотрудниками ГИМС. На момент съемки толщина льда составила 80 сантиметров. И это один из самых толстых участков льда. У нас лед неоднородный. Наша река Алдан имеет такие особенности. Есть у нас ключи по берегам, по правому берегу, также и по левому, где мы с вами сейчас находимся, ключи. Потом талики. В этих местах лед очень слабый, в настоящий момент промоины. Вода выступила под снегом. Акция «Безопасный лед». Немножко вам хотим рассказать о правилах. Бывалые рыбаки, конечно, знают безопасные пути передвижения и нахождения на льду. Чего не скажешь про детей и подростков. Достаточно вспомнить прошлогодний резонансный случай с детьми, уплывшими на льдине. Поэтому сотрудники ГИМС в этом году особо бдительны. Это произошло в ночное время, где-то с 2 часов ночи до 4 часов. Поэтому тут прямой вопрос родителям, где они были в это время, когда их дети делали селфи на льдинах. По большей части томотцы осведомлены и соблюдают правила. Но все же следует помнить: предупрежден, значит вооружен. Роман Сливкин, Игорь Тупицын, Ренат Нахеев, Томот, Алданский район.
Идем далее. Единую систему учета специального жилищного фонда для сирот разработают в России. Пилотный проект уже запустили в Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Калининградской, Омской областях и в Красноярском крае. В этих регионах сформировали списки жилья для его выдачи. Всего получилось около 15 тысяч объектов. Масштабирование на все субъекты запланировали на следующий год. В Дом РФ рассказали, что в единой системе будут учитывать необходимый объем и источники предложения по благоустроенным квартирам на первичном и вторичном рынках, доступным для покупки. С помощью сервиса значительно ускорится поиск жилья, отвечающего требованиям, а также передача его регионам. Рост минимального размера оплаты труда в начале следующего года позволит рассчитывать на повышение зарплат почти 5 миллионов россиян. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Напомним, с января следующего года рост МРОТ составит 18,5%. По словам Мишустина, труд каждого россиянина должен оцениваться по достоинству, и зарплата не должна ставить человека в неловкое положение. На сегодня МРОТ в России находится на отметке более 16 тысяч рублей. Ранее отмечалось, что подобная инициатива потребует от бюджета дополнительные средства – более 18 миллиардов. По указу главы Якутии Министерство образования и науки продолжает реализацию мер поддержки для детей и участников специальной военной операции. С 1 мая стартует запись в оздоровительные лагеря. Родители детей и участников спецоперации могут записать ребенка через портал госуслуги. Летом доступны 5 республиканских лагерей. Это Сосновый Бор, Эскил, Связист, Малая академия наук и Сир-Устара. Кроме того, откроют штаб абитуриентов для детей и участников СВО, где предусмотрены льготы для поступления в учебные заведения. Сегодня тоже у нас открыты, работают штаб республиканский абитуриент по поступлению детей, наших выпускников, специальные профессиональные образовательные учреждения и учреждения высшего образования. Здесь учреждения высшего образования сегодня имеют 10% льготы для участников и детей СВО. Это объем контрольных цифр приема. А при поступлении абитуриентов в средние профессиональные образовательные организации при равенстве баллов поступления льготы имеют тоже участники и дети участников специальной военной операции. Также мы продолжаем заключать договора целевого обучения наших студентов. В кардиососудистом центре организовали конференцию, посвященную первой годовщине открытия учреждения. Темой стала хроническая сердечная недостаточность, новые горизонты высокотехнологичного лечения. В мероприятии участвуют кардиологи со всей республики, а также ведущие специалисты из других регионов России. В ходе конференции, кроме докладов, они провели показательные операции по видеотрансляции в режиме реального времени, которые будут внедрены в работу центра. Мы проводим уникальную новую операцию, которая проводится в Якутии впервые. Это имплантация устройства для ресинхронизирующей терапии при критической сердечной недостаточности. Это устройство позволяет ремоделировать миокард, работу сердца и позволяет улучшить качество жизни пациента и продлить его трудоспособность. В отдаленном уголке старейшего поселка Нерюнгринского района находится Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это учреждение соцобслуживания для людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении. Иван Лазаренко продолжит тему. В этом году Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов отпраздновал свое 30-летие. И если изначально интернат строился для нужд жителей поселка Чульман, то со временем это социальное учреждение приобрело статус республиканского. На сегодняшний день мы имеем работу слаженного коллектива, который сложился уже за последние, так скажем, 5 лет. Нет текучки. Сотрудники собрались такие ответственные люди, добрые, неравнодушные, знают свою работу, на которых можно положиться, действительно оказывают круглосуточный уход нашим подопечным.
Коллектив в доме-интернате действительно особенный. Случайных людей здесь просто нет. Ведь к проживающим нужен и особый подход, и терпение, и умение выслушать. Своим трудом работники создают в интернате по-настоящему домашний уют для постояльцев. Контингент, конечно, у нас как бабушки, дедушки, пожилые граждане. Ну, отношения складываются у меня как бы очень хорошо, так как я сама со Средней Азии, у нас как бы уже в крови, наверное, что как бы относиться к пожилым, старым людям как бы с уважением, с почетом. Ну, как бы очень легко мне с ними. Я когда даже ухожу в отпуск или на выходные, они даже прям потом ждут меня, когда я выхожу снова на работу. Квалифицированный и добросовестный труд персонала обеспечивает достойный уровень жизни и социального обслуживания людей, проживающих в Чульманском доме-интернате. Профессиональный уход, бытовое обслуживание, лечебные процедуры и организация досуга. В интернате предусмотрены все мелочи, чтобы постояльцы чувствовали себя максимально комфортно. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ко Дню Великой Победы в Нерюнгри запланирована обширная праздничная программа. Несмотря на то, что массовые шествия отменены или пройдут в новом формате, в образовательных и культурных учреждениях организованы выставки, фотозоны, конкурсы. Так, Нерюнгринский музей запускает патриотическую акцию под названием «Стена памяти». Она несет особую миссию – собрать неподдельную историю Великой Победы и сохранить ее для будущих поколений. За каждой фотографией стоит своя история, судьба героя, которая обязательно должна быть рассказана и услышана. Акция «Стена памяти» – это альтернатива популярному патриотическому шествию «Бессмертный полк». В этом году мы решили реализовать эту акцию в стенах музея, чтобы все имена ветеранов Великой Отечественной войны, всех героев, всех тружеников тыла остались в фондах музея. Поэтому призываем всех нерюнгринцев принять участие в этой акции и принести фотографии своих родственников, близких и знакомых. А юным якутянам торжественно вручили паспорта в Якутске. Мероприятия посвятили Дню Республики. Юным горожанам напомнили о гражданском долге, об ответственности за будущее страны, а также обязанностях каждого совершеннолетнего жителя России. Выдачи прошли в Якутске, селе Барагонцы, Валдане, Алекминске и Вилюйске. Всего 47 якутян получили первый в жизни важный документ. Напомним, вручение первых паспортов в торжественной обстановке проводится в центре «Мои документы» ежемесячно по государственным праздникам. Записаться на мероприятие можно при подаче заявления через офисы центра. Я очень рада получить свой первый документ в День Республики. Да, я очень рада. Я очень ждала и волновалась. Я усердно придумывала свою подпись к этому дню. Ну, наверное, я иногда так в школе об этом думала и тоже на листочках писала свою подпись. Ну, где-то, наверное, неделю, может. Следующие 23-е молодежные дельфийские игры России в следующем году пройдут в Мордовии. Церемония передачи флага игр прошла накануне вечером в ходе закрытия 22-х молодежных игр в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных. Флаг приняла министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина. От имени главы республики Артема Сдунова она поблагодарила Дельфийский комитет за возможность провести творческие состязания в следующем году. В 22-х молодежных дельфийских играх в Саратове приняли участие более 2500 человек из 80 регионов. «Я тружусь» под таким названием в Алданском районе прошел конкурс среди самых маленьких воспитанников детских садов. Трехлетние крохи наводили порядок, накрывали столы, строили башни, да еще и учили работать взрослых. Благодаря юным труженикам многое освоили и наши коллеги. Самые маленькие воспитанники детских садов попали в сказку, но здесь их ожидали не только удивительные приключения. Малышам пришлось и самим поработать, и научить трудиться избалованную принцессу. Среди дошкольных учреждений района прошел конкурс под названием «Я тружусь». Замечательно. Замечательно, добрый такой, хороший конкурс. Надеюсь, что действительно он будет уже традиционным, потому что для малышей как таковых-то конкурсов и не было у нас до этого времени.
Трудовыми умениями померились 11 команд, в каждой из которых объединились воспитанник и наставник. Построить башню, накрыть стол, навести порядок – дел было не впроворот, но гости сказки справились на славу. Между тем, показать умения в конкурсе предстояло не только малышам, но и воспитателям. Задания для них оказались вовсе не шуточными. Мероприятие прошло на высочайшем уровне. Очень радостно, что коллеги из детского сада «Ромашка» охватили всех и деток, да, и еще и воспитателей. Еще и тесты для воспитателей придумали. Поэтому они охватили все сферы деятельности, и оно прошло просто на ура. Теперь я думаю, что такие мероприятия мы будем продолжать. Прошедший впервые в Алданском районе конкурс для самых маленьких воспитанников детских садов был приурочен к объявленному в республике Году труда. Маленькие работники встретились в детском саду «Ромашка», и практически все организационные заботы легли на плечи хозяев. Готовились очень серьезно, старательно. Спасибо очень большое моим воспитателям, педагогам, которые смогли все это организовать. Мы все вместе смогли провести этот чудесный праздник именно для детей младшего дошкольного возраста. Не секрет, что работать никогда не рано. Понимая, что взрослые нуждаются в их помощи, малыши с удовольствием выполняют посильные задачи. Именно в раннем возрасте формируется любовь к труду и стремление выполнять обязанности добросовестно. Учимся накрывать на столы, учимся, свой сад-огород у нас есть тоже. Ну, потихоньку приучаем детей к труду и рассказываем про профессии. Труд он должен быть всегда. С самого детства ребенок должен трудиться. Сам себя обслужить, сам себе помочь папе, маме где-то что-то прибрать. Благодаря малышам принцесса полюбила трудиться и забыла лениться. А старание, умение и ловкость дошколят составом жюри были оценены по достоинству. Подарки получили все участники. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Всероссийский день библиотек в Якутске проведут в формате фестиваля «Читаем вместе». Он объединит 4 библиотеки города. Организаторы представят 17 крупных разноплановых мероприятий в течение мая, в том числе акции «Библионочь» и «Сила книги». Фестиваль чтения начнется 18 мая с фотовыставки и презентации книги «Саха. Топографические портреты» петербургского фотографа, члена Союза дизайнеров России Андрея Жилина. 23 мая в кинозале «Республика» состоится спецпоказ художественного фильма «Надо мною солнце не садится» с тифлокомментированием. А 26 и 27 мая в библиотеках Якутска пройдет ежегодная акция «Библионочь». Тем временем «Библионочь» торжественно открыли в Северо-Восточном федеральном университете. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели учебного заведения. В рамках акции провели информационно-развлекательные игры на нескольких площадках, а также наградили лучших читателей и кураторов этого года. Тема акции «Читаем вместе». Напомним, «Библионочь» – это ежегодная акция, посвященная чтению, проходит в апреле по всей стране. Я люблю книги, люблю читать и постоянно посещаю свою библиотеку и научную библиотеку Северо-Восточного федерального университета. Она очень хорошая, в ней очень много полезных книг и очень много полезной информации для студентов. Сегодняшнее мероприятие очень хорошее, такое эстетичное. Приходишь сюда и сразу как-то на сердце тепло становится, сразу видно много людей, которые любят почитать. Региональный этап всероссийского литературного конкурса «Класс» завершился в Якутии. Всего приняли участие 26 школьников со всей республики. Перед ними стояла задача самостоятельно написать литературное произведение, выбрав одну из 5 предложенных тем. Подробнее в сюжете Галины Чекуровой. Якутия впервые принимает участие на всероссийском конкурсе «Класс». Работу участников оценивали независимые эксперты по нескольким критериям – оригинальность, содержание и глубина понимания выбранной темы. Специалисты отмечают, что данный конкурс помогает развивать молодые таланты в литературном направлении. Я считаю, что конкурс «Класс» – это один из очень полезных конкурсов. По крайней мере, он проводится не на коммерческой основе, и дети могут действительно себя очень хорошо о себе заявить. Поэтому, я думаю, очень полезно, потому что я вот всю жизнь проработал с детьми, как врач и как писатель, поэтому практически я не встречал, чтобы бесталанных детей я не встречал. 26 учеников всей республики представили работы собственного сочинения. Первое место занял ученик 8 класса школы номер 1 города Якутска Павел Егоров со стихотворением о Якутии. По его словам, победа в конкурсе была для него неожиданной. Возвратятся на поляны, что взгляд радуют, цвети, край родной, другие страны,
так не радуют, как ты. Я в Якутии родился, с ней лишь связаны мечты, с ней я многого добился. Я однажды поехал на Ленские столбы, и мне очень понравилась красота Ленских столбов, и благодаря этому я написал стихотворение, посвященное нашей республике. Очень рад и благодарен организаторам конкурса за то, что они дают возможность молодым талантам показать свои возможности. Работы победителей регионального этапа будут направлены на всероссийский конкурс для оценки других экспертов. В случае победы они будут приглашены в Москву, где им торжественно вручат награды. Организаторы регионального этапа отмечают, что и в последующем будут принимать активное участие во всероссийском конкурсе «Класс». Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Якутск. И последняя, 29-я церемония награждения лауреатов конкурса «Душа танца» состоялась в Москве на большой сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В первом отделении концерта «Адажио» из Первого национального детского балета «Сказочная долина» представили студенты 3-го курса Якутской балетной школы имени Посельских, лауреаты международных конкурсов Минаш Калдарбаева и Иван Одинцов. Профессиональный балетный приз «Душа танца» был учрежден в 1994 году Министерством культуры России и журналом «Балет». В этом году в 7 номинациях отмечены заслуги лучших мастеров отечественной хореографии, артистов, хореографов и педагогов. В номинации «Рыцарь танца» лауреатом премии стала Дария Дмитриева, заслуженная артистка республики, директор Якутской балетной школы имени Посельских. Хочу отметить Наталью Семеновну Посельскую, нашего основателя, первого директора, художественного руководителя, которая получала ранее номинацию «Учитель». Вот. И, конечно же, эту душу танца я посвящаю ей в год педагога, наставника в России и год труда. Дарья Ивановна требовательна, умеет вытащить то, что нужно, раскрыться. Я ей безумно благодарна за то, где я нахожусь, чем занимаюсь. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.